Впервые в истории спортивные игры «Дети Азии» пройдут сразу в 4 городах. Встречает нас столица Кузбасса, город Кемерово. Спортом сегодня занимается каждый второй житель города. Южная столица Кузбасса. Город трудовой доблести Новокузнецк. Один из крупнейших металлургических центров России. На месте слияния двух рек Усы и Томи расположился Междуреченск. Горная Шория. За удивительную красоту природы ее называют Сибирской Швейцарией. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» зажгут новые, яркие спортивные звезды. От дружбы в спорте к миру на земле. «Дети Азии. Начало побед». Вас приветствует Новокузнецк. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» продолжаются. Арена «Кузнецкий лед» принимает групповой этап хоккейного турнира. Мы с вами сегодня будем наблюдать очередной игровой день, в рамках которого состоится всего лишь одна, но зато насколько значимая для группы А игра. Сборные Дальневосточного федерального округа и Республики Саха, Якутии будут выявлять сильнейшего и выяснять отношения здесь на арене Кузнецкий лед. И история в том, что для команды Якутии это встреча сродни финалу. Смотрим, что команда уже готовится к матчу. Они в данный момент на раскатке. До начала игры остается около 5 минут. И давайте коротко напомним о турнирном пути этих коллективов. Сборная Дальневосточного федерального округа открывала соревнования матчем против хозяев турнира сборной Кузбасса. И в той встрече хабаровчане одержали победу в овертайме со счетом 4-3, взяв 2 очка. В следующей игре сборная ДФО справилась с Казахстаном уверенно со счетом 7-3. Якутия также начинала свой путь по играм «Дети Азии» матчем против сборной Кузбасса и тоже победила. И тоже за пределами основного времени, взяв 2 очка в серии буллитов. 3-2. Но второй матч, который прошел накануне со сборной Казахстана, наверняка якутяне запомнят надолго, потому что потерпели сокрушительное поражение со счетом 0-11. Для вас матчи группового этапа с арены Кузнецкий лед комментируют Егор Филатов и Антон Сергеев. И обращаюсь к коллеге, спрашиваю о том, насколько вот это поражение сборной Якутии от Казахстана может сегодня сыграть главную роль в предстоящем противостоянии. Здравствуйте. Ну, я думаю, ничего страшного не произошло. Да, я думаю, что игроки Якутии забыли этот матч как кошмарный сон. Все в их руках, то есть сегодняшний матч выигрывают в основное время, выходят 90%, что выйдут дальше из группы. Ну а если проигрывают, то можно сказать, что борьба будет только за 5-6 место или еще ниже. Ну да, если сегодня побеждает сборная Якутии, то она остается в борьбе и будет уже зависеть от завтрашнего матча Казахстана и Кузбасса. В случае победы Казахстана, к сожалению, якутянам придется закончить борьбу за медали. В случае, если сборная Кузбасса одержит победу, то там будут решать все такие серьезные доп-показатели. Но по личным встречам якутяне должны быть выше кузбассовцев. Так что посмотрим, что получится сегодня у сборной Якутии. Надо отметить еще один немаловажный факт. И снова обращаюсь к коллеге. Сборная Якутии играет 3-й матч за 3 дня. У сборной Дальневосточного федерального округа был день на восстановление и отдых. Как думаешь, насколько это важно? Это важно, но с одной стороны это в тонусе постоянно каждый день игры. Ребята готовы. А как бы вот эта расслабленность не пошла бы во вред команде Дальнего Востока. Ну и последний момент, который хочется отметить перед матчем, это, наверное, все-таки момент психологический. Якутяне сегодня выходят явно сконцентрированными, заряженными на последнюю игру. А вот не может ли быть недооценки соперника у сборной Дальневосточного федерального округа? Матч покажет. Я думаю, что команды обе понимают, что это на кону все. Грубо говоря, это матч, как вы сказали, правда, что достоин финала.
Поэтому кто выиграет, тот и выиграет. Но я также с вами не согласен, что если Якутск выиграет в основное время, и, допустим, сборная Казахстана завтра выиграет у Кузбасса, то пройдут как раз вот эти две команды, потому что у дальневосточников будет 5 очков, и у Якутска будет 5 очков. Но по играм между собой, соответственно, выйдет дальше Якутск. Якутия. Ну, если и Казахстан завтра выиграет, то там будет как раз-таки уже и разница шайб в том числе играть свою роль, а у Якутии она как раз отрицательная, потому что все, получается, в топ-3 выиграют друг у друга по разу, так что тут действительно будет очень интересно. Сейчас команда уже готова к началу матча, мы совсем скоро прослушаем гимн России, после чего сборные Якутии и Дальневосточного федерального округа начнут свой матч. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии», и нас ждет матч третьего тура группового этапа, группа А. Сборные Дальневосточного федерального округа в черных игровых формах и сборная Якутии, у которых белые свитера с красно-черными элементами будут выявлять сильнейшего на арене Кузнецкий лед. Представляем участников матча. Начинаем с арбитров. Главные судьи Илья Говорин и Максим Шерер. Линейный Кирилл Федосеев и Антон Филиппов. К составам команд. Сборная Дальневосточного федерального округа. В воротах номер 30 Максим Подорожный. Первая пара защитников 22-й номер Михаил Дорошенко, капитан команды. Номер 89 Ярослав Матьев, нападающий. 74-й Андрей Красовский, 24-й Андрей Колодяжный, 97-й номер Андрей Пустовой. Сборная Якутии. В воротах Андрей Сачивка, номер 1. Защитники первой пары. Лев Ломовцев, номер 4. С ним в паре действует Максим Татаринов, номер 6. Нет, прошу прощения, номер 8 сегодня будет Никита Соболев. Нападающий 7 Дмитрий Рябицев, номер 10 Борис Загидулин и номер 16 Егор Нечухрин. Но вот есть перестановки в звеньях. Колодяжный уже в чужой зоне, уже бросок. И Сачивка выручает. Сразу с места в карьер стартуют хоккеисты, воспитанники школы Амура. Колодяжный на синюю линию. Шайба остается на площадке. Нечухрин. Не удается пока вывести. Там и Рябицев подъехал, ну, и против 3 соперников. И, пожалуйста, Пустовой. Сохраняя шайбу, бросок с неудобной. Сачивка выручает. Хороший момент. И сейчас перехват сборной Якутии. Идут вперед. Рябицев. Хороший пас на Загидулина. Но Загидулин неудачно работал. Бросить не получилось. Представим вам тренеров команд. Леонид Бирюков возглавляет сборную Якутии. Им помогают Андрей Малышкин и Никита Дружинин. Главный тренер команды Дальневосточного. Сейчас шайбу заберет Сачивка. Дальневосточного федерального округа наставник это Евгений Кувека. Ему помогают Александр Макаров и Андрей Маслаков. Еще раз смотрим момент вот с последним броском. Атаковал ворота Иван Прищепа. Это второе звено сборной Дальневосточного федерального округа. Номер 5
Ярослав Лепетян, номер 73. Тимофей Кинчук, нападающий 10-й Иван Прищепа, номер 18-й Арсений Гайнов и 81-й Константин Карпушкин. У команды Якутии на льду номер 6 Максим Татаринов. Сейчас падение в своей зоне допустил нападающий Малышкин. 17 номер защитник Леонид Лахман, 13-й Ефим Малышкин. И с ним действует в тройке атаки 15-й Максим Котов и 14-й Александр Шевель. Сейчас есть возможность выйти из зоны, да, у Дальнего Востока, но шайбу здорово Сачивка Клюшка играет в этом эпизоде, перехватил и передачу отдал вперед. Бросок, и приходится по-дорожному так вытягиваться, чтобы поймать бросок с острого угла. Третье звено сборной Дальневосточного федерального округа. 13-й номер Даниил Цибринский, номер 17-й Роман Вагин, нападающий 12-й Сергей Алексейчук, 11-й Данил Вакарин, номер 16-й Александр Данилов. У сборной Якутии 5-й номер Никита Кунгурцев, номер 18-й Владимир Глухов, нападающий 11-й Артем Власов, номер 2-й Александр Вебер и номер 9-й Станислав Соболев. Власов, момент, бросок, добить не дают, хабаровчане, и переходят в свою атаку. Пока броском на бросок отвечают, моментом на момент обе команды. Но реализация с обеих сторон по стартовому отрезку, конечно, пока нулевая. Очередные смены команды проводят у Дальнего Востока. Владимир Еременко, 23-й. Это 7-й защитник. 4-я тройка атаки. 28-й Роман Ипатов. 88-й Александр Дудник. 99-й Никита Голубцов. Также заявки Андрей Васин, нападающий по 61-м номером. И запасной голкипер Петр Проходов. У команды Якутии не представлены защитники. 19-й Денис Костенко, 22-й Егор Загудаев и атакующие игроки. 12-й Иван Бураков, 3-й Никита Пунаков и 21-й Всеволод Изатулин. Также по заявке еще один голкипер Игорь Дорогов. Ломовцев. Передача на левый край атаки. Там Изатулин открывался, но пас не доходит. Глухов на подборе. Сохраняет шайбу в чужой зоне. Пытается Бураков шайбу отыскать. Я так смотрю, сегодня пока у команды Якутии не выходит на лед нападающий 3-й номер Никита Бунаков, хотя он в предыдущем матче участие принимал и играл в топ-6 атаки. Сегодня его пока нет на площадке. Может быть, какое-то повреждение, но посмотрим. Глядишь, и появится. Ипатов и Рябицев на вбрасывание. Вот сейчас наложение первой тройки атаки у якутян и 4-й тройки у сборной Дальневосточного федерального округа. Наброс в сторону ворот, шайба опускается за лицевой линией. Загидулин, скидка на партнера, Нечухрин подыгрывает Загидулину. Загидулин, бросок подорожный. Хорош вратарь сборной Дальневосточного федерального округа. Снова Загидулин борется за шайбу. Голубцов удается Хабаровчанам из зоны выйти. Снова Загидулин. Пока создать ничего не получилось. Антон-то накануне разговаривал с наставником якутян Леонидом Бирюковым. Что он сказал о 0-11 с Казахстаном? Если я не ошибаюсь, там речь шла о том, что была со стороны якутян недооценка соперника. Да, совершенно верно. Мы поговорили с ним. Он сказал, что посмотрел матч сборной Казахстана и Дальнего Востока, и что Дальний Восток довольно-таки легко разобрался со сборной Казахстана. И ребята Якутии недооценили просто соперника, вышли на полусогнутых ногах, как тренер признался. Вот и результат на табло был. А напомню, там результат был так красноречивый. 0-11 якутяне проиграли, поэтому
имеют место вот такие моменты, да, чем отличаются командные виды спорта от индивидуальных. Если в индивидуальных, в том же вот горных лыжах, которые сейчас идут на горе Тумана в Таштагоре, трансляцию можно увидеть на сайте игр Дети Азии kuzbas-2023.ru. Так вот, там ты соревнуешься сам с собой. Свои секунды знаешь и стараешься проехать лучше своего предыдущего самого классного результата. А вот здесь каждый день новая игра, и какой будет настрой, как сработает коллектив, неизвестно. Ну, во вчерашнем матче игроки Якутии друг на друга надеялись, и никто не мог, точнее, взять роль лидера, кто бы повел за собой команду. Все на кого-то надеялись, и никто в итоге не повел за собой команду вперед. Да, причем были в матче моменты, когда можно было переломить ход встречи, но отметим тут еще и классную игру со стороны сборной Казахстана, которая как раз-таки все вот эти предпосылки на корню задушила. Сейчас перехват и идут вперед хабаровчане. Момент до броска, но блокируют его защитник сборной Якутии. Тем не менее, снова в атаке сборная ДФО. Бросок мимо ворот. Якутия вчетвером играет. Не разобрались по сменам. Вот мы сейчас видим. Вебер выскочил наконец на лед. Да, но это, наверное, как раз вот с недостатком, с нехваткой одного игрока есть нарушения структурные в тройках. Непривычно играть в новых сочетаниях, поэтому нет Булнакова и немножко сломалось пока. Сейчас поймают волну. Бросок. Вакарин из-под защитника бросал, но принял на себя Денис Костенко. Соболев не сумел шайбу сохранить. Что-то все падают. Подъем, ребята. Алексейчук. Пас в центр, обратная передача на положение вне игры. А так неплохо обстучались в нейтральной зоне хоккеисты из Дальневосточного федерального округа. Еще раз смотрим момент с броском Вакарина. И здорово против форварда Хабаровска действовал защитник Денис Костенко. Но мы увидим сегодня, что сборная Якутии вышла совершенно с другим настроем на игру. Да. Я, кстати, возвращаюсь к предыдущему эпизоду, где Костенко бросок блокировал. Отмечу тот факт, что Костенко воспитанник якутского хоккея как раз, но при этом провел уже, по-моему, пару даже сезонов в системе Амура. Так что парни ему знакомы, с которыми он сегодня играет. Возможно, это и помогло заблокировать бросок Вакарина. Еще один сольный проход к чужим воротам совершают якутяне. Бураков атаковал. И снова хорош Платон Подорожный в ближнем бою. Максим Подорожный, конечно, Платон Подорожный это другой человек. Бураков. Передача в коньки сопернику. Не сумел, тем не менее, Голубцов перехватить шайбу. Борьба в средней зоне. Ипатов и Дудников выиграют. Васин вбрасывает шайбу в чужую зону. Ну, по крайней мере, по первым минутам нет, да, ощущения, что какая-то команда владеет преимуществом безраздельно. Это радует, но, с другой стороны, все сейчас будет многое будет зависеть опять от первого гола. Как и всегда. Кто начнет забивать, тот и в итоге получит психологическое превосходство над соперником. Не удалось Загидулину обыграть, если не соперника. Дорошенко. Пустовой. Ладяжный. Здорово. Бросок Красовского. Опасный момент сейчас было ворот Якутии. Перехват. И неудачное оставление от Загидулина. Рябицев. За своей лицевой линией. Ждет партнеров, которые... Ага. Пустовой задержался в положении вне игры. Арбитр игру остановил и перенес сбрасывание в зону сборной Дальнего Востока. По нулям. Но по игре довольно боевито. Оба коллектива выглядят.
Сегодня явно сборная Якутии вышла с правильным на игру настроем. Но при этом из-за вчерашнего результата получила на себя давление о необходимости побеждать сегодня. Хороший проход через все зоны от Карпушкина. Правда, дальше снова он с шайбой на партнера, который находится в закруглении. Пас, и здорово действует защитник. Все тот же Костенко, кстати. Он пока выделяется, но будем считать его командировку в Хабаровск в свое время залогом этого сегодняшнего пока удачных действий. Ну и пока равномерно время распределяется между всеми звеньями. Нет такого, что лидеры играют через смену. Момента уже у ворот Сачивка, но бросок мимо наносит Сергей Алексейчук. Борьба на пятачке, и шайба прошла рядом со штангой, там в нескольких сантиметрах. Голевой шанс, такой первый стопроцентный. И продолжают хабаровчане поддавливать в чужой зоне. Снова Алексейчук. Ну, долго эту передачу на пятак высматривал. Бросок в итоге состоялся, но уже успели помешать защитники якутской команды. Вебер бросит шайбу в чужую зону. Ломовцев в створы средней зоны. Подорожный надежно шайбу и оставляет в игре ее. Цибринский. Пас направо, да, давно уже напрашивался, он его делает. Диагональный перевод. Пока вот в этой атаке без особой остроты, но с контролем. Сборная Дальневосточного федерального округа работает. Наброс на ворота, подставление от Ипатова. Шайба прошла мимо, Васин снова на Ипатова. Тот за воротами в борьбе и борьбу проигрывает. Роман Ипатов. Васин. Номинально нападающий в роли защитника. Момент с броском. Ну вот сразу появились лидеры у сборной Дальневосточного федерального округа. И Колодяжный сейчас сам атаковал. Сцепился на чужой синей линии на входе в зону за шайбу и бросил, но не сказать, что бросок получился очень прицельным по центру ворот. И, естественно, Сачивка. Андрей Сачивка занимал позицию верно в этом эпизоде. Вброс в зону. Лахман первый на шайбе. Получил силовой от Пустового. Ответная атака 2 в 2. Загидули наставляет Рябицеву. Бросок с неудобной. Шайба попадает в Матьева. Шайба теперь у сборной Дальневосточного федерального округа. Пустовой неплохо задумывалась передача на Красовского, но тот между двух хоккеистов заходил. Вот этот промежутка этого было мало. Коридор для паса слишком узкий. Не получилось отдать точно. Где шайба? Ага. Обнаружилась она в зоне Дальневосточного федерального округа. И бросок Ефима Малышкина. На месте Подорожный. Больше половины периода сыграли. Какие предварительные итоги вот этого отрезка? Ну, пока по вбрасываниям на точке интереснее, предпочтительнее выглядят игроки дальневосточников. 8-2. А по броскам 8-8 створ ворот. Ну, игра так и смотрится довольно, да, равный. Команды бегают из зоны в зону. Единственное, что у сборной Дальневосточного федерального округа побольше позиционных атак. А якутяне в основном в контр-игре пока пытаются что-то создать. Прищепа. Мы помним, что этот парень с хорошим катанием умеет обыгрывать 1 в 1. Пас на пятачок, и не получился бросок
нападающего сборной Владивосточного федерального округа. Арсений Гайнов был на пятачке. Сейчас он уже в своей зоне отрабатывает, но пока шайбу вернуть не может. Бросок издалека, и это было опасно. Подорожный зацепил шайбу плечом. Мощный бросок получился у Никиты Соболева. Генчук под двойной силовой. Пас на пятачок, ну и не попадает по шайбе Алексейчук сейчас. Еще бросок, шайба снова на пятаке, добивание. И шайба в воротах. Сергей Алексейчук открывает счет в этой встрече. Проиграли ему борьбу на пятаке два защитника сборной Якутии. И на 13-й минуте на ее исходе первая шайба оказывается в сетке ворот Андрея Сачивка. Еще раз бросок. Два раза дали добить. Это непозволительная роскошь. Сразу пошли вперед якутяне. Соболев, бросок из-под Цибринского, но подорожный уверенно реагирует и отражает угрозу своим воротам. Снова борьба в зоне Дальнего Востока, но на этот раз не удается сохранить шайбу на территории атаки якутянам. Татаринов. Вагин. Пошел защитник вглубь зоны, но его приостановили. Страхует Ипатов Вагина, находясь сейчас на своей синей линии. Вебер. Шайбу из зоны выводит. Дальше борьба продолжается. Лахман. Неоправданно сильный пас на партнера. Тот не был готов и с трудом, чтобы обрабатывал опаснейший наброс. Ипатов подставил, и Сачивка среагировал на изменение направления полета шайбы, отразив ее. Переход в контратаку. Это офсайд. Зачем было притормаживать на синей линии сейчас игроку, владеющему шайбой? По-моему, это Загидулин был. Непонятно. Смотрим еще раз момент с набросом, подставлением от Романа Ипатова. И великолепная игра Андрея Сачивка позволяет сборной Якутии вторую шайбу не пропустить в этом эпизоде. 5 минут 33 секунды до первого перерыва. Красовский. Скидка на Пустового. Пошел Пустовой прессинговать Ломовцева. Пас рукой. Еще одна остановка. Несмотря вот на такое общее впечатление о равенстве игры, не сказать, что у Подорожного были какие-то сверхзадачи, да, в этом матче. Броски были, но все для вратаря они такие контролируемые должны быть, по идее, если, конечно, не будет никаких ошибок. А вот что касается его визави Сачивка, тому потяжелее приходится, как мне кажется. Да, защитники очень много дают добивать игрокам на пятаке. И надо отдать должное игрокам Амура. Очень хорошо они открываются, что все время находятся на пятаке одни. Причем у защитников за спинами. Наброс тут уже попытка на чужом пятаке сыграть со стороны сборной Якутии. Правда, эта попытка не увенчалась успехом. Еще одна передача в слот перед воротами, но не удалось на нее откликнуться якутянам. А дальше хабаровчане перехватывают шайбу. Колодяжный не остановил. Ломовцев тоже. Проброса не будет, тем не менее.
Ломовцев в своей зоне разворачивается, а тут нет нарушения правил, хотя так поднимал клюшку. Казалось, попал по рукам. Сколодяжный. Не дают в зону вбросить. Хабаровчане ошибаются в своей зоне, но почему в одно касание сейчас не бросил Шевель? Наверное, просто не ожидал такого подарка. Котов. Скидка в центр, а там только соперник. Никто шайбу брать не хочет. В итоге пришлось Прищепе ее подобрать. Гинчук. Здорово защищались. Выход 2 в 1. Шевель и Котов. 3 в 1. Шевель вышел и бросил в живот вратарю. А вдруг зайдет? Вдруг там есть какое-то отверстие? Прям в тигра попал. Прям в цель. Ну, если это была задача, охота на дальневосточных тигров, то во-первых, это незаконно. А во-вторых, с тиграми, я смотрю, все в порядке. И уже сейчас хабаровчане переходят в свое наступление. Вакарин здорово подработал на ход. Есть неудобный бросок. Санчивка здесь надежен. И еще и шайбу зафиксировал. Не позволив сейчас понадеяться сопернику на добивание. Но отмечаем неплохой проход Вакарина. Да? Он классно подработал на ход и пошел сам резать угол к воротам. Вбрасывание выигрывают якутяне, но это никак не способствует выходу из зоны. Бросок с дальней дистанции, там пара рикошетов, шайба прошла мимо. А это проброс будет. Допускает сборная Якутии проброс и готовы, еще раз смотрим момент Вакарина, готовы хабаровчане за это всю мощь первого атакующего звена обрушить на своего соперника. Красовский, Колодяжный, Пустовой, Дорошенко и Матьев появились на льду. Бросок. Шайба в итоге дошла до голкипера, и он ее щитком сейчас в угол площадки направил. Дорошенко еще раз от синей линии. Снова там клюшка подставлена, где шайба, она за воротами. Не вышла шайба из зоны, показывает Лайнсман. Пустовой. Бросок, гол. Ну, есть вопрос по вот вышла ли шайба здесь на синей линии зоны. Это единственное, о чем можно сейчас спросить тренером сборной Якутии. Ну а по работе Пустового мы уже говорили в предыдущих трансляциях. Парень крайне перспективный, 2008 года рождения. И, соответственно, эти авансы, которые ему выдаются, он оправдывает. В каждом матче набирая очки. Леонид Бирюков сейчас на офсайд как раз хочет уточнить. Давайте мы с вами посмотрим еще разок. Это уже финал атаки. Но вот вначале, да, там все показывают, что шайба вышла из зоны. Давайте замерим. Вот сейчас попробуем разобраться. Клюшка точно на синей линии. Нет. Нет. Шайба не вышла из зоны. Так что если сейчас возьмут еще и челлендж на этот эпизод. Нет, не берут. Все, игра возобновляется. И правильно делают, потому что можно было еще и удаление вдобавок получить, если бы сейчас этот челлендж не подтвердился. А он бы не подтвердился, как мы с вами видим. Спасибо, говорю коллегам, за повтор. Режиссер трансляции Сергей Пичугин. Так что, друзья, если что, все овации туда по этому поводу. А игра в зоне сборной Якутии продолжается.
Счет 0-2 и выход 2 в 1. Ну, как хорош сейчас Гинчук. Он просто последним рубежом выступил. С крайним оборонительным редутом сейчас для своей команды. И предотвратил передачу под выход 1-1. А вот тут шайба вышла из зоны. И да, положение игры совершенно точно будет зафиксировано. 1,5 минуты до перерыва и 2-0 по такой игре. Это на самом деле довольно весомое преимущество сборной Якутии. Кровь из носу, нужен гол в чужие ворота. Алексейчук, автор первой шайбы в этой встрече, здорово поборолся за закругление. Вакарин, пас на Алексейчука, но здесь здорово защитники сборной Якутии действовали. Не позволили сопернику сейчас нанести бросок. Татаринов пошел вперед, капитан сборной Якутии, вдоль ворот передачи, но там только соперники. Вагин направо. Момент с Бросковым и выручает свою команду сейчас. Сачивка атаковал Александр Данилов. Малышкин прокатывает за ворота. Ну и почему никто не идет на пятачок у сборной Якутии? Шайба туда раз за разом доставляется, а там просто пусто. Жду, что кобровчане сами будут свои ворота забивать. Такое, конечно, не исключено, но пока не видим мы подобных порывов со стороны дальневосточной команды. Опаснейший момент Власов подставлял, но не попал в створ. Продолжается атака. Но уже шайба перешла к хабаровской команде. И вот момент. Колодяжный и пустовой. Пустовой! И спасает сейчас Сачивка. Решил в домик ему во второй раз направить шайбу. И что здесь? Нет гола. Как сейчас извернулся Андрей Сачивка. Все у нас в первом периоде 2-0 в пользу сборной Дальневосточного федерального округа. Матч с Якутией. Перерыв, после чего ждем второй период.
Минута до старта второго периода в матче между командами Дальневосточного федерального округа и Якутией в рамках группового этапа хоккейного турнира вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Это заключительный матч в группе для каждой из этих команд. И пока дальневосточники ближе к тому, чтобы обеспечить себе первое место в квартете А. Потому что в случае победы сегодня хабаровчане совершенно точно уже никому эту самую верхнюю строчку в турнирной таблице не уступят, а значит выйдут в полуфинале на вторую команду группы Б, что по идее должно быть таким посевом более легким, хотя в полуфинале, понятное дело, легких матчей не будет. Подводим итоги первого периода. Помимо счета 2-0, что еще мы можем отметить, спрашиваю я у Антона Сергеева. Помимо того, что счет 2-0, полностью преимущество было на стороне дальневосточников. По броскам в створ 21-13, а на точке вбрасывания 13-6. Впереди также дальневосточники. Хотя на каком-то отрезке матча мы отмечали, что игра в целом равная. Это было, наверное, до середины первого периода. Ну и вот первая шайба, она так заметно изменила расклад сил в этой паре. Сейчас новая атака, Пустовой вошел в чужую зону. Нет нарушения правил, хотя он так упал после явного контакта. Вопрос в том, что арбитры не посчитали, что это нарушение. Бросок с острого угла и просит ошибки игру остановить. Шайба попала ему в шлем. Яркое начало от сборной Дальневосточного федерального округа. Я напомню, что в этой группе выступают также сборные Казахстана и Кузбасса, которые свой матч проведут завтра, 28 февраля. И эта встреча будет в целом закрывать игры группового этапа среди всех квартетов и даже среди дивизиона любителей. Завтра, кстати, да, еще одно такое экзотическое новшество. Утром в 10:15 по Кузбассу, в 6:15 по Москве между собой сыграют команды из любительского дивизиона сборной Кыргызстана и Узбекистана. Быстрый бросок, это неплохо Загидулин решил, но не попал в створ сейчас. Пытаясь на перемещении поймать подорожного, не вышло. Момент еще один, и вот сейчас действительно можно было сокращать отставание в счете, но просто против. Максим Подорожный. Хороший пас из ворот и одинокий совершенно. Борис Загидулин атаковал, но переиграть голкипера не сумел в этом эпизоде. Прищепа входит в чужую зону. Скидка на партнера. Бросок Сачивка отбивает шайбу. Татаринов не удается выйти из зоны якутянам. Прищепа в хорошем контроле. А вот это пас Гайнова не очень удачный. Но, тем не менее, сразу снова идут на чужую треть льда парни в черном. Бросок. Сачивка выручил, но шайба, тем не менее, могла сейчас в дальний угол попасть. Повезло отчасти сборной Якутии. Переходит наступление команды Республики Саха. Передача проходит. Факарин шайбу из зоны вывел. Алексейчук здорово вступил в борьбу, но спиной вкатываясь в чужую зону, положение вне игры он получил. Бросок Карпушкина с острого угла, да, мог стать результативным. Не хватило совсем чуть-чуть. Раз за разом в своей зоне теряют равновесие хоккеисты сборной Якутии. Мы, кстати, в перерыве вот узнали, почему отсутствует в этой встрече Никита Бунаков. В чем причина?
Во вчерашнем матче между Казахстаном и Якутией была драка. То есть Никита Бунаков наказан 5+20 и пропускает матч. А вот игроку Казахстана меньше повезло. Альдияру Калалхану его 2 матчами наказали. За драку 1 матчем и то, что он затинщик драки был. Ему 2-й матч присвоили пропустить. Да, и получается, что Калилхан пропустит матч против Кузбасса завтрашний. И если Казахстан выйдет в полуфинал, то эту встречу тоже не сможет принять участие защитник сборной Казахстана. Ну, арбитры жестко к этому относятся, чтобы не было драк. Приехали люди играть в хоккей, вот и показывайте на площадке мастерство. А для этого для драк есть другие секции. Бокс и тому подобные. Да. Момент. Классно. Власов здорово делает. И вдаль не бросал. Попадай, забивай и сокращай расставание в счете снова. Власов, а что за остановка? Касание было на скамейке. Еще раз смотрим. Здорово обыгрывает Васина. Ну, о чем мы говорили, Вася номинальный нападающий, да, и он сегодня, играя в обороне, конечно, не хватает навыков 61-му номеру Дальневосточного федерального округа. Перехват. Рябицев. На Загидулина не прошла. Пустовой. Переход в атаку. Вторым темпом пустовой пас на пятачок. Падение. Нарушение правил не фиксируется. Подбор за хабаровчанами. Пустовой. Сильная передача. Вот туда во вратарскую. Никто не откликнулся. Пустовой. Здорово ходит шайба сейчас у дальневосточников. Но Сачивка тоже хорош. Загидулин перехватывает шайбу в чужой зоне. Пас, момент. Ломовцев, бросок. И подорожный зацепил буквально краешком щитков шайбу. Еще момент. Великолепные возможности упускает команда Якутии. А здесь еще и перехват в своей зоне Карпушкин. Продолжается атака уже хабаровской юношеской команды. Пас рукой. Хорошо. Игра остановлена. Счет 2-0. 5 минут сыграли во втором периоде. Смотрим еще раз момент Карпушкина. Сам бросил, но помешал ему здесь Соболев. Прищепа выиграл вбрасывание в средней зоне. И вот он уже шайбы в чужой. Пошел в обыгрыш Гайнов. Янчук сейчас постарался соперника не пропустить мимо себя на синей линии, чтобы не обрезаться. Пока не было ни одного удаления в этой встрече. Хотя вот контактов довольно много, да. И арбитры дают играть. И игра смотрится очень неплохо. Причем во втором периоде Якутия, мы видим, тоже добавила свои 2-3 момента, уже упустила. Как и команда Дальневосточного федерального округа. Ну, кажется, да, что хабаровчане все-таки по мастеровитию отдельно взятые игроки повыше уровнем. А вот тут что? Власов 1 на 1 выходит. Власов! Моменты, Подорожный. Великолепен Максим Подорожный. Просто великолепен. Столько реальных спасений уже сделал. Не просто бросков там в статистике отбитых, да, именно моментов, когда могли соперники сокращать отставание. Снова Власов, снова бросок, добивание и 2 раза Подорожный на месте. Ответная атака сборной ДФО. Шайба вышла из зоны. Вагин сбрасывает ее обратно. Власов у Якутии очень активен во второй 20-минутке. Уже создал 3 момента себе хороших. Вот реализация подводит только его.
Да, ну вот в первых 7 периодах этого турнира, да, не так выделялся, а тут, пожалуйста, ждал своего звездного часа. Всегда вроде бы действительно был активен, но именно сегодня у него и обыгрыши стали получаться, и оказывается он в нужном месте, в нужное время. Бросок еще один, но не хватило этому броску силы. Ну и точность тоже была не самая лучшая, все-таки прям по центру ворот. Подорожный шайбу ловит намертво. Бросок Власова один, второй. И оба раза голкипер сборной Дальневосточного федерального округа выручает. Здесь тоже не составило большого труда Максиму Подорожному шайбу у себя зафиксировать. 26 минут 48 секунд сыграли в этой встрече соперники. 2 шайбы преимущества сборной Дальневосточного федерального округа. Колодяжный и Красовский сыграли в пас на входе в зону. Здесь подъехал и Пустовой на помощь. Поднимает голову, ищет варианты. Пас в сторону пятачка. Там партнер с сопротивлением шайбу не сумел обработать. Дорошенко. Сачивка играет через борт. Вышел из ворот. Матеев. Бросок. Блокируют якутяне. Не прошла передача. Колодяжный пошел в отбор в чужой зоне. Не получилось. Вертикальная передача в попытке поймать соперника на смене. Попытка не удалась у Дальнего Востока. А вот здесь проходит передача Котов. Гинчук не дается. Здорово действует защитник сборной Дальнего Востока. 2 в 1. Выход. Карпушкин. Передача, бросок и гол. Ну вот. Что нужно делать, когда вы ходите, вы 2 в 1. Пас на партнера. И Прищепа расстреливает ворота. Сачивка, тот бессилен в этом эпизоде. Здорово разыграно по-взрослому. Здорово все сделали. И Карпушкин, и Прищепа классно попал. Ну, Сачивка хоть и растянулся там, но этого недостаточно для того, чтобы спасти ворота. Хороший бросок сходу. Вратарь не успел переместиться. Ну давай вспомним еще, с чего все начиналось. Да, Гейнчук в своей зоне отобрал шайбу, когда Котов выходил с ним 1 в 1. И сразу вот эта передача начала атаку. Так что тут еще и Гейнчук тоже. Нужно его упомянуть. 3-0. Данилов. Бросок. Сачивка отбивает. Дальше подбор за сборной Якутии. Правда, выбросить шайбу из зоны не получилось. Вагин. Наброс. Шайба прошла рядом со штангой. Цыбринский первый был на шайбе. Власов попытался у него отобрать. Не вышло. И здесь ошибка. Бросок. Сачивка отбил. Отбил перед собой, но партнеры в подборе сейчас сыграли. Через дальний борт попытался Власов. Тоже не выходит. Момент. И бросок Вакарина принимают на себя защитники якутской команды. Середина матча. Дефицит в 3 шайбы у команды Леонида Бирюкова. И поэтому какие-то решения, какие-то перестроения и изменения требуется уже сейчас. Откладывать некуда. Соболев через дальний борт Загидульную шайбу останавливает. Выбрасывает из зоны, если бы успел Рябинцев сюда. Здесь все-таки первым оказывается Андрей Васин. Рябинцев входит в чужую зону. Передача на пятачок. Падение, нет нарушения правил.
И атака 4 в 2. Ну, все-таки 3 в 2 идут. Да, передержал шайбу Ипатов. Дудник уже стучал клюшкой по льду. Вот сейчас его дают передачу, но тоже не очень удачную. Она не в клюшку партнеру. Рябицев. Он бросил в чужую зону. Ну и Загидуллин долго обрабатывал. Ломовцев на пятаке ждал и не дождался. Соболев оценили, не будет бросать. Есть бросок, отбил подорожную шайбу. И подбор за Дальним Востоком. Ломовцев опять будет сам бросать. Видно, что закладывается на бросок, но не таит он особой угрозы. Тем не менее, вот такую вспышку активности со стороны сборной Якутии мы отмечаем. Пустовой. Положение вне игры. Зацепил защитник шайбу у Пустового, что-то попытался обыграть. И из-за этого офсайд. Вышла шайба из зоны сборной Якутии, но остается она под контролем Кубаровчан. Гайнов попытался проткнуть мимо соперника. А вот тут удалось зацепиться. Гайнов падает, неудобный бросая в направлении ворот. В итоге вступает в игру Сачивка. Еще с острого угла. Опасный бросок. И уже с пятака пробрасываются якутяне. Аллаверды от Дальнего Востока. Вы активно сыграли в чужой зоне. Мы тоже так можем. Вот, пожалуйста. Бросок с острого угла наносил Иван Прищепа. Уже сегодня отличившийся. Снова нет нарушений правил. Там падения были, а свистков пока нет ни одного. 30 минут. 32 практически играем 5 на 5. И в таком формате у сборной Дальневосточного федерального округа пока получается лучше. 3-0. Вагин. Ого, пошел защитник и в обыгрыш. Бросок с неудобной. Здесь уже Шевель. Котов пытался открыться за спину защитником, но уже некуда было бежать. К синей линии подходили. Снова Вагин. Бросок. Сачивка шайбу ловушкой. Задела. Она прошла мимо в итоге. Пасный пятачок. И Патов был готов бросать, но к этому был готов и Татаринов. Власов. Опять Власов. И первое удаление в этом матче будет сейчас. Зарабатывает 11 номер сборной Якутии. Большинство для своей команды. А наказан Владимир Еременко. Защитник команды Дальневосточного федерального округа. Ну, еще раз отметим, да, Артема Власова. Он воспитанник Бердского Кристалла. В порядке. Молодец. Спецбригада. Это первое игровое сочетание. Здесь Рябицев, здесь Загидуллин, Нечукрин, Ломовцев и Соболев. Вот так вот, да? Бывает. Сцепились масками сейчас
Красовский и Рябинцев на точке вбрасывания. Случайность, но так забавно. Арбитр помог рассоединить элементы экипировки. Игра остановлена, вбрасывали бы в средней зоне. Ну и скажем, что защищаются у команды Дальнего Востока лидеры команды. Тут Дорошенко, и Матьев, и Пустовой, и Красовский. Красовский сейчас шайбу в чужой зоне. Еще и бросает. Еще и из-под защитника. И все это таит в себе реальную угрозу. Бирюков новую спецбригаду отправляют. У первой за 25 секунд получилось только к своим воротам приблизиться. Дорошенко. Можно бросить подставление от Красовского на пятаке. Шайба идет мимо. Пустовой тоже сейчас выйдет на бросковую позицию и не попал в створ. Ну а так-то кистевой у него, конечно, убийственный. Котов против Матеева, который в 2 раза больше попытался шайбу забрать, но попытка была обречена. Татаринов. Малышкин. Власов. Пас на Котова, тот до шайбы не добирается. Лахман. Снова Леонид Лахман. Бураков. Ну так можно в своей зоне, конечно, и довозиться. Вот есть передача. Бросок, правда, получается уже не особо удачным в этом эпизоде у Буракова. Издалека Лахман атакует, но у Подорожного был прекрасный обзор на этот момент. И с броском защитника якутского команды справился. А это смотрим момент Пустового. Получил шайбу, сразу смещает в центр. Бросает мимо. Здесь тоже Бураков не попадает в створ. Ну а Лахман уже попал, но Подорожный справился. Соболев на замахе отодвинул от себя соперников. Теперь можно и расставиться. Нечукрин. Еще 10 секунд практически у якутян. Ну вот бросок, и не получается он. Загидулин. В полном составе. Бросок и снова Подорожный. Прекрасен. Соболев с дальней дистанции сейчас очень опасно атаковал. И здесь как раз был трафик перед голкипером. Это все всегда затрудняет спасение собственных ворот, но Максим Подорожный. Данилов. Бросок из-под защитника, попал в Татаринова. Тот уже идет вперед. Не Татаринов, а Соболев. Вновь, кстати, уже в своей зоне. Активен. Загидулин. Данилова сбрасывает с прессинга. Прошла передача. Нечухрин. Загидулин. Бросок. И опять бросок из выгодной позиции оказывается по тигру на груди у Максима Подорожного. Котов. Прокат разворот, передача на пятак, бросок. Могла зайти сейчас, но прошла мимо. Ну и там, опять же, Подорожный щитки так разложил, что низом не просто было бы переиграть голкипера.
Цыбринский. Хороший пас, но партнер неудачно на него отвлекается. Это Алексейчук. Лахман. Хороший силовой от Малышкина. Не пускаю в свою зону Пустового сейчас. Якутяне. Удаление. Удаление у Дальнего Востока. Удар соперника клюшкой. А, даже блокировка. Потерял сейчас Малышкин. Смотрим еще раз этот эпизод. Ну, еще одно меньшинство. Роман Вагин. Получает 2 минуты. За 3:43 до второго перерыва еще одно численное преимущество получает сборная команда Якутии. Бураков на вбрасывании. Вижу тут как раз Костенко, про которого мы говорили. Он играл за Амур пару сезонов. Но вот ему бы дали бросить от синей линии. Костенко в своей зоне пока попадает под силовой от Андрея Пустового. Власов. Подкидки туда на пятачок. Удается сохранить шайбу в чужой зоне якутянам. Вебер. Нет, Костенко будет на шайбе. Вебер. Ого, как Дорошенко вцепился в соперника. Но, тем не менее, вывести шайбу из зоны не удалось. Власов. Пас на пятачок. Ну, бросок-то совсем никакой сейчас у Вебера получился. Эпизод-то неплохой, да, вот позиция хорошая, а где бросок? «55 секунд до появления Вагина. 2:38 до второго перерыва. Соболев, он уже может бросать издалека, и снова неплохо. Ну и опять же, отмечаем Максима Подорожного. Силовой прием чистый. Бросок в ближний угол. Голкипер сборной Дальнего Востока справляется. Нечухрин выпускает шайбу. Там хиты летят один за одним. И в меньшинстве атака 2 в 1. Выход у Дальнего Востока. Гайнов, пас. Но бросить не дали. Вторым темпом атака. Еще одна попытка нанести бросок. Но вновь шайба даже не доходит до ворот. В полном составе тем временем сборная Дальнего Востока. И зачем-то необъяснимо, но факт, проброс он совершает команда Якутии. Сейчас в концовке периода за 1,5 минуты до завершения еще придется потрудиться в своей зоне, хотя неплохо было бы игру перевести туда, поближе к воротам Подорожного. Еще и не заменившись. Вагин. Бросок издалека, но вот теперь можно и замениться, если есть эта необходимость. Да, едут якутяне на смену. Нет нарушения правил, хотя сигнализируют об этом как раз игроки сборной Якутии. Там не просто подняться Леониду Лахману. Момент, бросок. И сейчас пытается Татаринов предотвратить добивание и предотвращает.
Вакарин, Алексейчук и не попал в дальний угол сейчас. Сергей Алексейчук. Вакарин пошел в чужую зону. Здорово увидел Вагина. Вагин. Бросок. Гол. Ну вот если бросают якутяне в тигра, они не забивают. А Вагин сейчас, казалось бы, тоже, но попал в домик под самую крышу, как говорят в таких случаях. И защитник очередную шайбу забрасывает на этом турнире. 4-0. Сейчас как раз с Ачивко подъехали партнеры. Выясняют, все ли там в порядке. Здесь момент Алексейчука, он не попал в створ. Дальше атака, тем не менее, продолжилась. Вакарин и Пустовой в ассистентах. Ачивко готов продолжить матч, все в порядке. И за 42 секунды до перерыва преимущество Дальневосточного федерального округа становится крупным. Власов вновь в чужой зоне. Активность Пустовой. Не получилось обыграть соперника. Пустовой здорово сейчас на резком смене движения поймал соперника. Падает. Нет нарушения. А шайба. Шайба в воротах. 5-0. Посыпались якутяне. Кто забил? Судя по всему, Андрей Красовский. Пустовому бросить не дали. Давайте посмотрим за повтором. Да, Красовский выкатился из-за ворот и шайбу туда отправил. Пустовой-то еще в падении, смотрите, подыграл партнеру. Великолепная шайба. Пустовой набирает 2 очка за 33 секунды. И всего 3 уже в этом матче. Счет 5-0 у нас. И заканчивается на этом период номер 2. Еще момент будет с броском. Да, бросок есть. Но шайба идет мимо. 5-0. Дальний Восток ведет у Якутии после 40 минут.
Совсем немного остается до старта третьего периода в матче между командами Дальневосточного федерального округа и сборной Якутии. Среди хоккеистов не старше 2007 года рождения. После 40 минут счет весьма красноречив. 5-0 в пользу сборной Дальнего Востока. Как у нас прошел второй период, 3 шайбы в воротах якутян мы увидели, а по статистике... каждый 7-й бросок якутян был заброшенной шайбой. То есть 21 бросок нанесли дальневосточники и 12 бросков нанесли якуты. На вбрасывании также преимущество дальневосточников 18-10. Поэтому и счет такой закономерный. Да, 5-0 очень большое преимущество. Правда, в моей комментаторской карьере были матчи, в которых со счета вот такого крупного команды уходили. Но пока давайте отметим тот факт, что предпосылок по игре к этому нет. Но, тем не менее, надо отметить тот факт, что Якутия на 1, а то и 2 гола наиграла. Виной всему блестящая работа вот этого молодого человека. Максим Подорожный, вратарь сборной Дальневосточного федерального округа. А у нас еще и удаление будет у сборной Дальнего Востока. Я так понимаю, за то, что опоздали, да? Да, совершенно верно. Задержка времени игры. Вот такая вот организационная заминка. И сейчас кто-то из парней Евгения Кувек отправится отбывать командный штраф. Но это стандартные регламентные вещи. Это не придирка со стороны арбитров, не подумайте. Здесь, наоборот, это нерасторопность хабаровчан. Отбывает штраф Роман Ипатов. Стартовое вбрасывание, тем не менее, за сборной Дальневосточного федерального округа. Ну, посмотрим, что сможет Якутия в третьем периоде. Это третий день подряд, когда играют хоккеисты из команды Республики Саха. Поэтому и селенок уже, наверное, не так много, но остаться с баранкой, я думаю, тоже не хочется. Бросок с дальней дистанции ложится под шайбу пустовой. Но здесь, когда она уже в близости от ленточки, успевает Дорошенко ее забрать. Загидулин. Через борт Рябицев. Рябицев. Не удается под бросок в одно касание дать передачу. Соболев снова, не стал бросать. Сейчас выбрал вариант поразнообразнее. Вот бросок. Подставлена клюшка на пятаке шайба. Прошла мимо ломовцев там. Дежурил. 2 в 1 убегают дальневосточники. Классная передача, бросок. И попадает в шлем. Да, Андрей Голодяжный. Действительно, сегодня ачивка не первый раз уже достается. Но молодцом держится голкипер сборной Якутии. Несмотря на 5 пропущенных шайб, 15-летний вратарь все равно свое дело делает неплохо. Накануне тоже, да, мы отмечали 11 голов, но бросков там было под 60. Да, и здесь за 2 периода уже 43 броска нанесли игроки Дальнего Востока. Ну вот отмечаем мы второй день подряд, да, если вот возникают такие проблемы, по результату сыпется команда. Леонида Бирюкова позволяют сопернику серийно забивать, как было это в концовке второго периода. Вроде бы еще был не самый страшный, да, 2-0, а там 2 шайбы подряд на последней минуте, и вот уже все, уже соперник вне зоны досягаемости, как кажется. Ну и по старту третьего периода, даже вот по этому розыгрышу большинства абсолютно нечего противопоставить сопернику команде Якутии, к сожалению. Потому что все мы хотим, конечно, увидеть более равную борьбу. А она у нас продолжалась только в первые 10 минут матча. До первой пропущенной якутянами шайбы. Дальний Восток уже тем временем в полном составе.
потащил вперед шайбу защитник Дальнего Востока Лепетя, но здесь бросить ему не дают. Забирает в чужой зоне шайбу хабаровчане. Момент для броска неудобный, но успевают накрыть его игроки обороны. Ипатов ехал на смену, а шайба в его сторону полетела. Подорожный. Ух, здорово, сейчас какую паузу выдержал Максим Подорожный. Власов. Котов не успеет. Вагин здорово сейчас в этой ситуации справился с соперником. Кунгурцев налево. Костенко вбрасывает в чужую зону. Но здесь только Цыбринский, который спокойно начинает атаку своей команды. Долго, правда, с шайбой работает Цыбринский. Вот это могло привести к обрезу, но, тем не менее, партнеры помогли. Власов. Самый активный человек во втором периоде в составе сборной Якутии. Сейчас с броском, но этот бросок большую угрозу воротам Подорожного в себе не таил. Голкипер с ним справился очень даже уверенно. Как раз смотрим вот этот завершающий эпизод. Бросок в ближний угол. Закидули на синюю линию Соболев. Ну, если можно бросать, нужно бросать. Не надо ждать, пока соперник с тобой сблизится. Вот сейчас в результате контратака. Опять искал пас на партнера. Когда есть комбинационная игра, сразу у команды есть большое преимущество. Наброс. Стачивка отбил. Андрей, Стачивка. Нарезать и показать. В соцсетях Игорь Детязи прям рекомендую. Тем, кто за это отвечает, шайба влетает в зону сборной Дальнего Востока, но подбор за хабаровчанами. Пошел вперед защитник, мотив передачи на Колодяжного. Ответный пас и снова Стачивка. Но я больше здесь, конечно, похвалю вот это желание делиться шайбой с партнером. Это то, что выделяет и дает преимущество команде Дальнего Востока. Вот здесь бросок, отбивая шайбу Стачивка, она от лицевого борта отскакивает на дальнюю штангу. И Стачивка в великолепном шпагате. Забирает. Просто крадет голову Красовского. Котов. Котов, ну можно бросить. И вновь защитники успевают помешать. Власов. Это Котов снова бросок низом. Гайнов. Опять провал в обороне. Пас на дальнюю, не успевает подставиться. Прищепа. На встречных курсах игра пошла. Туда-сюда, туда-сюда. Бросок. Шайба пошла в бывший ворот. Надо отдать должное игрокам Амура. Очень много они принимают на себя бросков, помогая своему вратарю. Что не скажешь о команде Якутии. Да, там как раз блокшотов очень мало. Согласен. И Стачивка вынужден в одиночку нести на себе эту задачу по обороне ворот зачастую. Ну а Подорожный с тем, что до него доходит, а там тоже бывают очень опасные броски, справляется здорово. Алексейчук. В чужой зоне Сергей Алексейчук оставляет Вакарину. Тут бросает с острого угла. И Андрей Стачивка вновь в порядке. Но пока мы не видим, за счет чего якуты могли бы переломить ход матча. Да, я думаю, что в первую очередь нужна вот просто любая шайба, даже, как говорят в таких случаях, мусорная подойдет, которая
возьмется из ниоткуда после чужой ошибки, чтобы немножко раскрепоститься. Второй матч с Баранкой, ну, правда, это тяжело переносить. Отметить можно только тот факт, что якутяне из положительного в этой встрече еще ни разу не нарушили правила. Они уже несколько раз играли в большинстве, а вот сами удаляться не удалялись. Но вряд ли это станет прям таким утешением. Тут игра остановлена. Рябицев, да, находится на льду. Момент еще раз. Да, здесь в голову прилетело вот этот силовой прием на сидящего соперника. Когда буквально всей массой голову в борт припечатали, ну, конечно, болезненно и еще и чревато сотрясением или другими последствиями. Но нарушение правил арбитры здесь не зафиксировали. В случае победы сегодня, которая, в принципе, в 13,5 минутах от сборной Дальнего Востока сейчас находится, будут ждать соперника по полуфиналу. Это будет вторая команда в группе «Б». Там пока расклад вообще не ясен. Потому что если сборная Беларуси в заключительном матче группового этапа обыграет Уральский федеральный округ, то там будет считаться разница голов. А надо еще посмотреть, как сыграют уральцы и белорусы. Но так, по первому матчу, конечно, сборная Урала выглядела очень впечатляюще. 9-1 разгромили сибиряков и просто доминировали на площадке. Самый такой взрослый, самый осознанный хоккей демонстрировали. Но, опять же, это впечатление от одного матча. А здесь, как мы знаем, игра на игру не приходится. Не всегда удается подтверждать свой уровень. Фаворитом бросок. Но опять же, если Урал все-таки сыграет как Урал в первом матче, то второе место займет команда Сибирского федерального округа. И именно Сибирь будет противостоять Дальнему Востоку в полуфинале. Полуфинал пройдет на арене Кузнецких Металлургов 2 марта. Арена Кузнецких Металлургов вмещает до 6800 зрителей, поэтому там может быть, конечно, гораздо более шумно. Ну а кто станет соперником, опять же, при таком раскладе, который мы берем так за основу, если Урал побеждает в обоих матчах группового этапа, кто станет соперником Уральского федерального округа, пока сказать сложно. Весьма вероятно, что если Якутия сегодня не сумеет за ближайшие 12 минут 5 шайб в ворота Дальнего Востока забросить, то это будет либо команда Кузбасса, либо сборная Казахстана. Бросок. Ну и здесь блокируют снова. Добровчанин, Дорошенко делает Карпушкин. Входит в чужую зону. Пас. И вот сейчас уже соперник играл по принимающему передачу, по бросающему игроку. И поэтому Карпушкину, возможно, в этой ситуации тоже следовало какое-то разнообразие внести, самому завершить атаку. Еще одна травма у игроков сборной Якутии. На льду Иван Бураков находится. Но очень жестко игроки Хабаровска начали играть. По правилам, конечно, вот. Смотрим момент. Пустовой. Опять чистый силовой прием, да. Играет плечом в соперника. Но, тем не менее, Бураков получает повреждение. Будем надеяться, сможет вернуться на площадку. Попытка нанести бросок с дальней дистанции.
Момент. Прищепа здорово качнул, но шайба с крюка сошла. Хорошая скидка на Гайнова. Загидулин. Против него двое. Гинчук останавливает. Сразу пас. Еще одна передача. Карпушкину нельзя шайбу трогать. Но он это делает положением вне игры. Да, это вот момент с передачей. А потом силовой прием Пустового. Чебринский. На Вакарина. Вакарин вбрасывает в чужую зону. Не удается за шайбу зацепиться Алексейчуку. Вагин. Якутяне перехватили на чужой синей линии. Пас на пятачок. И снова нет броска. Есть еще и опасная контратака. 3 в 1. Вагин. Ответная передача. Ну, хотели уж совсем на Алле сыграть. Шевель, здорово. Тоже 2 в 1. Пас, бросок. И праздновать уже начал Татаринов. А шайба прошла мимо. Игра высоко поднятой клюшкой. Это не удаление, это остановка. Смотрим еще раз. Пас, бросок. И да, реакция Максима Татаринова, она, конечно, когда радость меняется таким разочарованием, это очень амплитудно получается по эмоциям. Половина периода еще впереди. Якутяне молодцы, они рук не опускают абсолютно, продолжают бороться. Ну, видим мы, что Бураков появился на льду, все нормально с ним. И это тоже не может не радовать. Травмы совершенно не то, что нам нужно. Нам вот нужны броски по воротам, опасные моменты и голы. Хороший хоккей. И этот турнир еще один шаг к развитию игроков. Мы тут видим совсем молодых звездочек. Красовский направо, Пустовой. Бросает, не попадает. Шайба не вышла из зоны. Колодяжин до нее не добрался за воротами. Красовский. Бросок. Вот здорово опять разыграно. Короткая передача, быстрый бросок. И классно действует Андрей Сачивко. И болевые всегда так подбадривают голкиперов. Поддерживают их. А 8 минут 51 секунда до завершения третьего периода. Шайба улетает на скамейку сборной Якутии. Очередное выбрасывание выиграют хоккеисты Дальнего Восточного. Перехват Нечухрин. Загидулин. А здесь ошибка защитника и 3 в 2. Ну зачем передача вторым темпом? Уже здорово Карпушкин набегал. И явно видел его партнер. Здесь есть свобода лету Нечухрина по правому краю. Ну как-то он шайбу-то обрабатывал одной рукой. Ну несерьезно. Опять классный пас. Карпушкин. Момент. И шайба рядом с воротами проходит, но мимо.
Прищепа классно разбирается с защитником. И в последний момент шайба сходит с крюка. Думаешь, а мне кажется, он просто не попал в дальний угол, что хотел еще вот так элегантно ее отправить в ворот, как будто без броска. Не то чтобы в стиле Никиты Кучерова, но что-то... Карпушкин. Но только мы это на повторе сможем разобрать. Сошла ли она или на самом деле был замысел такой. Еще один наброс, подставление своего же. Цыбринский, еще один наброс, еще одно подставление. На этот раз шайба даже до голкипера не дошла. Не удается якутянам шайбу из зоны вывести. Затяжная атака, но вот Сачивка останавливает. Давайте смотреть. Это первый подход и передача на Гайнова неточная. А вот здесь Прищепа бросает из-под защитника. Подставление ни одно не сработало. Выиграли выбрасывание. Хабаровчане пытаются сохранить владение в чужой зоне, и у них это выходит. Пас на пятачок там, да, один был. Алексейчук ждет передачу, момент, бросок и Сачивка. На пятачке не доработали сейчас якутяне. Пас рукой. Шесть с половиной минут в этом матче остается. А это момент Красовского и быстрый бросок в одно касание от Карпушкина. И хорошая игра со стороны Андрея Сачивка. Но до этого сборная Дальневосточного федерального округа в каждом матче пропускала по 3 шайбы. От Кузбасса трижды и от Казахстана столько же. Но пока сборная Якутии не может включить даже для того, чтобы хотя бы один раз поразить ворот Подорожного. Удаление. Удаление будет у сборной Якутии. Ну такое, да? Шайба была вроде бы наказан. Иван Бураков, да? Вот мы видим, что игрок шайбой не владел. И вот первое удаление у сборной Якутии. Да, есть возможность попробовать отработать элементы игры в большинстве. Матьев, шайба на синюю линию. Дорошенко быстрый перевод на Пустового. Напомню, что во вчерашнем матче у сборной Якутии было 7 удалений. Из них 5 шайб пропустили. Да. Но и мы говорили, что это невероятно эффективное, спонтанное такое большинство у сборной Казахстана. Шайба вышла из зоны, да? Да. Еще раз момент с нарушением правил смотрим. Он не владел шайбой, да, но там борьба как раз-таки за это владение велась. И... Правда, вообще не было, да, у Буракова плана сыграть в шайбу. Он только пошел убивать соперника. Ну да. Момент, бросок, Сачивка. Подбор на синей линии за сборной Дальневосточного федерального округа. И вновь не позволяет сопернику выйти в зону. Вот сейчас Шевель сам выигрывает борьбу, идет к чужим воротам. Но нет, здесь его по рукам и ногам связал Лепетя.
Хорошо так ходит шайба у сборной Дальнего Востока. А вот здесь ошибка. Ошибка и выход 2 в 1. Снова Шевель. Сам будет бросать и не попадает. Осталась шайба на площадке. После очень непредсказуемого отскока. Карпушкин. Ну, как-то в большинстве-то ничего особенного, да, не создали. Вот сейчас пытаются там в быстрой атаке, в быстром отрыве что-то соорудить уже. Появились. Вернулись игроки сборной Якутии. Уже в пятером они играют. 3 минуты 49 секунд. Остается в том времени. Смотрим выход Шевеля и Котова и бросок Шевеля в ближний угол, который оказывается неточным. Наброс подставления на пятаке, Сачивка. На коленях там катаясь, шайбу забрал. Ну и действительно отмечаем этот факт, что завтра сборные Кузбасса и Казахстана решат судьбу второй путевки в полуфинальную стадию. Кто вот в этом предстоящем матче одержит победу, тот и будет дальше бороться за медали вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Еще одно удаление у Якутии. Будет наказан Вебер. Момент, и шайба проходит мимо. Снова блокировка. Ну так в расстроенных чувствах уже парни находятся, позволяют себе, да, эмоциям выйти в неправильном направлении. Первое большинство особых дивидендов Дальнему Востоку не принесло. Сейчас снова выводит шайбу из зоны. Наверное, планировали контратаку соорудить, но нет. Момент. Нет, никто не втыкается в передачу. Бросок от синей. Дорошенко наносит, попадает в Загидулина. Подбор за якутянами. Здесь Дорошенко здорово перехватывает, потому что в противном случае там Рябицев уже у него за спиной был. Пустовой бросок. Нет. Не идет в ворота. Бросок. И снова опасно. Хорошо контролируют шайбу в большинстве дальневосточники. Растягивают они защитников, оборону. Вот смотрим. И оставляют одного игрока на центре. Растянули всех игроков, и вот один остался. Ну и Сачивка, да, вновь его тут потом Загидулин просто приехал уже обнимать, поддерживать. Для вратарей, конечно, вот такие матчи тоже очень хорошая практика, позволяет расти. Еще один момент, снова с пятака атака. Но на этот раз уже не попадает в створ ворот. Ой-ой-ой. Ох, Подорожный. Подорожный все-таки выручает, а? Ну, хочет человек сухаря. Удаление будет еще одно у сборной Якутии. За грубость Шевель отправляется на 2 минуты. «22 секунды будут играть сборная Якутии втроем.
Да, но сейчас Кувека выпускает на площадку не лидеров, а дает поиграть другим ребятам: Алексейчук, Данилов, Вакарин, Цибринский и Вагин у команды Дальневосточного федерального округа. Передачу надали, вот это подача в штрафную такая. Навес. Ну, а бросок будет сейчас. Там, рикошет, Вагин от души, и удалось выбросить шайбу из зоны. Вебер появился. 5-3 не реализовали, но тем не менее до конца основного времени, если, конечно, не будет гола, то Шевель проведет на скамейке штрафников. Ну так скажем, да, завершая эту встречу, что по итогам группового этапа команда Дальневосточного федерального округа, ох, еще и гол забивает, пожалуйста, Вагин, реализуя большинство. Оформляет дубль в сегодняшнем матче. Да, он стреляет дуплетами, он матч с Казахстаном тоже дубль оформил. (6-0). Это game, set, матч. Говорят в теннисе в таких случаях. Ну и по статистике по третьему периоду подведем, что по вбрасываниям 22-6 в пользу Дальнего Востока по броскам. По вбрасываниям 21-7 также в пользу Дальнего Востока. То есть закономерная победа по всем статьям в сегодняшнем матче и по удалениям. У дальневосточников было 1 удаление, 3 удаления. А нет, по удалениям ничья. 3-3. Ну, это уже, скажем так, нюанс, который не особо-то влияет на итоговый результат. Хабаровчане в целом очень ровно провели групповой этап. На все матчи выходили заряженными, только Кузбасс сумел навязать им борьбу и отнять очки. Очко, так скажем, одно, да, переведя игру в овертайм. Теперь посмотрим, что... Гол! Заходит шайба. Заходит шайба, и сборная Якутии на последней секунде Гол забивает престижа. гол. Гол престижа. Да, гол престижа и единственный, ну так скажем, для хабаровчан минус, что у Подорожного украли шатаут. Команды уже вышли друг с другом прощаться, но шайба засчитана. 6-1. Поздравляем сборную Дальнего Востока с этой победой и с выходом в полуфинал игр «Дети Азии». Соперника они узнают уже завтра. Ну а команде Якутии большое спасибо за участие в этом турнире, за игру с Кузбассом, так уж точно. Шайбу забросил Артем Власов, да? Артем Власов, который сегодня был очень активен. Вот эту информацию мы сейчас прояснили. Якутянам действительно спасибо и желаем успехов парням развиваться. И, друзья, до встречи на играх «Дети Азии». Увидимся на хоккее. Пока. Пока.